И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Сегодня 5 лет с того момента, как так называемый Государственный совет Республики Крым утвердил Конституцию. Основной это закон или Филькина грамота. Мы будем разбираться сегодня. Поговорим о том, как и когда утверждали Российскую Конституцию Крыма, для чего был нужен этот документ, почему так срочно, в течение меньше чем месяца, влияет ли нынешний основной закон полуострова на жизнь рядовых крымчан и насколько жизнеспособной покажет себя Крымская Конституция в будущем, так что ни в коем случае не переключайтесь. А начнем мы с небольшого спича тогдашнего председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, произнесенного им перед голосованием за эту Конституцию. Давайте послушаем. Уважаемые коллеги, сегодня нам предстоит ответственная и очень почетная миссия – принятие основного закона нашей республики. Этот торжественный акт должен завершить этап новейшей крымской истории, в которой мы с вами вступили 27 февраля. С того памятного момента прошло всего 43 дня, но сколько событий они в себя впитали. Особо хочу остановиться на том, как в предлагаемом вам документе прописан баланс полномочий и характер взаимодействия ветвей республиканской власти. Знаю, что именно эта часть основного закона вызвала наиболее оживленную дискуссию в ходе его разработки. Прежде всего, речь идет о введении нового для нас института главы республики. В предложенном вам варианте взаимодействия ветвей крымской власти и распределение полномочий между ними прописаны таким образом, чтобы оптимально совместить две конституционные традиции. Ту, которая сложилась в Российской Федерации, и ту, которая была выработана крымским законодателем за годы существования нашей республики после ее восстановления в 1991 году. Не исключено, что предложенный вариант документа вами, уважаемые коллеги, будут носиться в правде. Это ваше неотъемлемое право, которым, я уверен, вы распорядитесь с максимальной пользой для Крыма и крымчан. Но убежден также, что мы именно сегодня сделаем уверенный шаг к построению нового Крыма. Кстати, вовсе не обязательно все имеющиеся у вас мысли и предложения в спешке необходимо вносить в этот документ, который будет нами с вами приниматься сегодня. У нас будет с вами возможность по мере продвижения и развития нашей республики принимать такие решения. Нас ждет работа по разработке целого ряда конституционных законов. В ходе их подготовки и принятия мы будем совершенствовать и нашу Конституцию. Но чтобы приступить к работе над этими законами, мы должны принять сам основной закон. Подчеркиваю, мы уже не в составе Украины. Конституционный процесс не завершается сегодняшним днем. Он теперь для крымских законодателей осуществляется непрерывно. Поэтому предлагаю по возможности не торопиться с принятиями важных решений. Это был Владимир Константинов, возглавляющий так называемый Государственный совет Республики Крым. А с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа и народный депутат Украины. Рифат, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, Владимир Константинов заявлял, что Конституция, которую они там принимают, вот давайте мы не будем принимать ее в спешке, у нас еще впереди там целый конституционный процесс. И с тех самых пор, вот с 11 апреля 2014 года до сегодняшнего дня, Крымская Конституция, которая сейчас действует на полуострове, не изменялась. И несмотря на вот это утверждение «давайте без спешки», все-таки приняли ее меньше, чем за месяц после того, как Владимир Путин объявил: вот, все, Крым теперь это Россия. По вашему мнению, как, в общем-то, человека, имевшего самое непосредственное отношение к депутатскому корпусу, вот к тем людям, которые принимали потом эту Конституцию, это решение, почему так спешили, почему так торопились, почему не вынесли на всенародное обсуждение, как разбирались? Это было настолько важно, чтобы как можно скорее успеть? Или это, может быть, просто так уже все давно было записано, просто подгадали к дате? Ну, я нагадаю, що наша фракція не приймала участі на сесіях одразу після того, як було захоплене приміщення Верховної Ради Криму. Тепер щодо Конституції, я дуже чудово пам'ятаю ті часи, і я пам'ятаю, як нас дуже хотіли залучити до цієї роботи, бо зрозуміло, що мала бути якась така, знаєте, і зовнішня легітимність, що, мовляв, всі вести населення, всі депутати, всі національності, вони всі працювали над цією Конституцією, і буквально не було, я думаю, дня чи через 2 дні мені телефонували, і переконували, і просили. І деякі серед наших, зокрема Ремзій Ільясов, дуже тягнувся до цієї роботи,
Але ми на Меджлісі прийняли рішення, що ми не приймаємо участі в жодних таких політичних діях, які можуть прийматися як легалізація того, що здійснювалося тоді в Криму, тобто і вторгнення, і анексії, спроби, яка тоді відбувалася, і, власне, вже указ Путіна був підписаний. Тепер, щодо безпосередньо вашого питання, я просто це стверджую, я пам'ятаю це. Я, можливо, можу помилитися буквально на якісь дрібниці. Була створена комісія чи робоча група, я зараз не пам'ятаю, але вона була така величезна під головуванням ІОСЕ, Верховною Радою Криму. І от ця робоча група збиралася 2 рази. Перший раз це для того, щоб просто оголосити, хто в цій робочій групі, хто є головою і таке інше, познайомитися. І другий раз вона збиралася буквально напередодні сесії, коли в Крим поступив текст цієї так званої Конституції Криму, яку підготували в Москві. І зрозуміло, що цей текст, виписаний в Москві, він мав бути прийнятим тими місцевими колаборантами, жодного люфту в них не мало бути і не могло бути. І вони дійсно на другий день проголосували без майже всякого обговорення. Хорошо, теперь к вопросу о содержании этой Конституции. Среди тех многочисленных ее достоинств, на которые напирает российская сторона, якобы закрепление в Конституции 3 государственных языков, российского, то есть русского, да, украинского и крымско-татарского, и неоднократно в своих выступлениях российские политики и в Крыму, и там на континенте заявляли, что, дескать, вот теперь наступило равноправие. По вашему мнению, действительно ли вот до 2014 года конституции, которые действовали в Крыму, они каким-то образом ограничивали права крымских татар, а в 2014 году эти права были выписаны в том виде, в каком они должны быть. Причем я обращаю ваше внимание, что я не спрашиваю о том, как дела обстоят на самом деле, вот по факту. Я спрашиваю только о том, как они прописаны в Конституции. Действительно ли крымские татары хотя бы на бумаге по российской Конституции Крыма имеют больше прав? Дивіться, і в тих попередніх конституціях, які були, тобто конституції, які стверджувалися, 98-го року візьмемо, бо Конституції Криму, вони схвалювалися Верховною Радою Криму, а потім стверджувалися законом України Верховною Радою України. Я можу говорити про те, що в цих конституціях не було таких норм, в яких би виписувалося би обмеження прав кримських татар чи когось інше, але правда в тому, що там і не було норм, які би створювали умови для реального такого, знаєте, рівноправ'я, скажімо, мовній сфері, українській, кримськотатарській, російській, і там не було передбачені можливості для забезпечення, скажімо, представництва кримських татар в органах, які обираються. А що стосується Конституції, яку затвердили вже в окупаційний період, тут можна сказати, що деякі норми, вони звучать привабливо, і таких норм не було в попередніх конституціях. Скажімо так, що на території Республіки Крим є 3 державні мови: російська, українська і кримсько-татарська. Що тут сказати? Я хочу сказати, якщо ви мене запитали би, чи пам'ятаю я ще російську конституцію, і, зокрема, конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки, я як людина набагато старша, ніж ви, я б сказав, так, дійсно пам'ятаю, і вони були ще кращі, ніж та, яка зараз діє в окупаційному Криму. Проблема не в тому, що записано на папері, проблема в тому, що здійснює режим насправді. В мене були забезпечені всі права в Радянському Союзі, але ми жили в вигнанні, і весь народ жив в вигнанні. А сьогодні
в Конституції Криму записано, що в Криму нібито 3 державні мови, але закриті всі українські школи і розмиваються школи з кримсько-татарської мови навчання. І всі зараз прямим таким, знаєте, ну не впевненим, але змушеним кроком йдуть до повного зросійщення. Так що папер и реалии – это дуже різні речі. Ну и последний к вам вопрос. В связи с тем, что в Украине вот конституционный процесс тоже не стоит на месте, развивается, в какую-то сторону развивается, и теоретически может быть, уже в следующем году, после того, как пройдут парламентские выборы, и вновь встанет вопрос об изменениях в украинскую конституцию. Есть ли что-нибудь такое, к чему, в конституционном процессе, на что натолкнули вот события последних 5 лет в Крыму? Удалось ли, ну, если представить себе, что то, что происходит с Крымом сейчас, это какой-то такой, пусть совершенно неконтролируемый, местами бесчеловечный эксперимент, у которого есть там какие-то выводы, можно ли какие-нибудь из этих выводов имплементировать в украинскую конституцию в раздел 10 про Крым? Или на самом деле, или может быть наоборот, появилось что-то такое, чего ни в коем случае нельзя допустить в українську конституцію? Ну, я хочу сказати про те, що по інших розділах ці висновки здійснені в певній мірі. І ви знаєте, останні зміни, які були внесені в Конституцію України, це щодо устремлення України до вступу до Європейського Союзу, до членства в НАТО. Тобто уявлення про те, що жодний із статусів України, будь-то, скажімо, нейтральний статус, або там з якимись там ОДБК там, чи якимись там таєжними союзами, що воно не врятує Україну, це привело до того, це на досвіді 2014 року, бо Росія напала і відтяпала тимчасово певні території, включаючи Крим. Це привело до того, що більшість політиків України розуміють про те, що треба тягнутися до тих, які не допускають нападу на своїх членів. І сьогодні єдиною організацією в світі, яка була створена після Другої світової війни і не допустила зовнішнього, я підкреслюю, бо там є проблеми відповідні, скажімо, між Грецією і Туреччиною, і не допустила зовнішнього нападу на своїх членів, це є НАТО. Тобто Україна з цього зробила певні висновки. Щодо 10-го розділу Конституції України, Автономна Республіка Крим, на жаль, ми ще тут, скажімо, на рівні підготовчої роботи багато зроблено, є відповідні зміни, і з нашої точки зору, великої авторської групи, включаючи там відомих фахівців конституційного права, членів Конституційної комісії, те, що ми підготували, воно мало би на першому етапі сприяти деокупації Криму, повернення Криму під суверенітет України, а на другому етапі запобігти тому, що відбулося, що трапилося з Кримом у 2014 році. Дуже важливо, щоб такі складні зі своєю історією, зі своїм таким етнічним складом території, як Крим, щоб вони мали дуже такі усталені правові норми, щоб вони забезпечували захист цієї території власне людьми, які там живуть на цій території. На жаль, в Криму такого в 2014 році не було, оскільки багато переселенців після воєнних з Росії, етнічних росіян, вони, живучи на українській землі, кримсько-татарському Криму, якщо підходити з історичних підходів, вони вважали себе частиною Росії і зробили все для того, щоб притягнути туди Росію. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. А с нами на связи Владимир Жбанков, российский юрист, эксперт Дома свободной России в Киеве. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 5-летие Российской Конституции Крыма кто-то отмечает как праздник, кто-то не очень отмечает как праздник. Один из авторов этой Конституции, Юрий Гемпель, который сейчас возглавляет комиссию по межнациональным отношениям в Крымском парламенте, рассказал о самой Конституции. Вот давайте мы сначала его послушаем, а потом немного обсудим.
Я был членом комиссии по написанию Конституции. И хотелось бы отметить, что в комиссии по написанию Конституции, созданию Конституции, были представлены практически все национальности, проживающие у нас в Республике Крым. Поэтому каждый из нас, каждый из крымчан мог внести свои предложения в ту Конституцию, которую мы написали, которая была принята. Сегодня Конституция Республики Крым гарантирует всем национальным группам реализацию своих законных прав и интересов, я имею в виду национальных. Мало того, если говорить о Конституции, которая была у нас первая Конституция, и потом, когда уже власти Украины урезали наши полномочия, и урезали наши полномочия именно конституционные права, хочу сказать, что в отличие от украинской Конституции, мы получили Конституцию с широкими правами, которая защищает в полной мере законные права и интересы граждан Крыма. А вот Рифат Чубаров, который говорил до вас, утверждает, что рабочая группа, вот эта вот широкая, в которой были представлены все, представители всех национальностей, собиралась всего 2 раза. Один раз анонсировать, а второй раз получить из Москвы записанный текст этой Конституции и передать его в парламент. Вот как вам кажется, действительно ли подошли с чувством, с толком, с расстановкой и крымские законодатели сами написали эту Конституцию? Или все-таки следует думать, что ее сделали там в какой-нибудь башне Кремля под копирку? Ну, как минимум, то есть без согласования с администрацией президента РФ не обошлось. Вот. Ну, как вот именно писали, я, собственно, не присутствовал, поэтому точно сказать не могу. Но понятное дело, что без согласования с высшим руководством это придется. А вот скажите, ну это был такой вот вопрос для затравки, скажите в более широком таком смысле, зачем нужно всем республикам в составе России, в том числе и Крыму, который там тоже россиянами считается российской, получать свои конституции, если эти конституции в принципе не могут противоречить российской конституции, кроме того, вот, как вы говорите, согласовываются с администрацией президента. Зачем вот этот вот законодательный фетиш? В любом же случае получается все равно, что по российской конституции живут, а не по местной. Да, ну, значит, российские власти действительно полагают Крым частью территории РФ. Ну, тут дело в том, что российская конституция и российское государство появилось в начале 90-х, и, собственно, в российской конституции написано, что оно является федеративным. Вот. Другое дело, что за это время, конечно, много всего изменилось. В той же статье написано, что оно является демократическим, правовым. И, в общем, сейчас как-то с серьезным лицом воспринимать это положение конституции тяжело, вот, как-то это скорее грустно все очень выглядит, но действительно по своему конституционному устройству государство федеративное, соответственно, субъектами его составляющие являются государствами, вот, которые добровольно, по идее, должны были объединиться в большое российское государство, вот, Российскую Федерацию. И, соответственно, тогда еще в 92-93 годах вот, каждый субъект принял это себя основополагающие законы. Вот, значит, в республике приняли Конституции, в области приняли, например, Москва, уставы. Вот, у республик в первых статьях написано, что они являются государствами. Кроме того, заключались договоры вот, между федерацией и субъектами федерации о распределении компетенции, вот, например, между Российской Федерацией и Татарстаном, который только совсем недавно истек. То есть он довольно долго, больше 10 лет существовал, в том числе и при путинском режиме этот договор. Вот. И федеральный центр не решался просто на его разрыв, а просто дожидался, когда у того истечет срок действия. Вот, чтобы, так сказать, по-тихому забыть о подобных вольницах субъектов, потому что тот же Татарстан выступал как субъект международного права, и до сих пор у него в Конституции записано, что он может вступать в международные отношения. И он действительно вступал и заключал международные договоры, но это было все довольно давно, соответственно, в 90-х годах. Но, тем не менее, положения, соответственно, основные конституционного строя сохранились. Вот. Но последние 20 лет мы видим тенденцию постепенного дефедерализации Российской Федерации и превращения его в унитарное государство. Но процесс этот довольно медленный, так сказать, ползучий, и федеральный центр старается не привлекать излишнего внимания, и каждый, так сказать, шаг по отнятию тех или иных полномочий и свобод у субъектов вот, проводить либо под видом обеспечения безопасности, либо что-то в этом духе. Ну вот, например, раньше в субъектах, главы субъектов избирались непосредственно народом.
вот, населением этих субъектов. Вот. И лишь вот относительно недавно вот теперь они стали избираться законодательными собраниями. И это, конечно, существенно ограничивало вообще всю политическую жизнь в субъектах, вот, потому что тех самостоятельных губернаторов, которые напрямую шли в конфликт с федеральным центром, как это было в 90-х, когда там в свое время, если вы помните, генерал Лебедь конфликтовал, также там глава Алтайского края и так далее. Вот. Сейчас, конечно, прямого конфликта высшего руководства республики с федеральным центром невозможно. Вот. Но, тем не менее, сейчас, вот последний год, наметился некоторый тренд на то, что, во-первых, есть активное протестное голосование во многих субъектах, и как минимум законодательных собраний, а также местами как минимум в законодательных собраниях появляются существенные оппозиционные силы. Посмотрим. Мне говорят, что у нас есть слушатель. Если он еще на связи, давайте выведем его в эфир. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, я вас слушаю прекрасно. По поводу Конституции, да, слышно, да? Вот, по поводу Конституции, в принципе, можно, это из Крыма. Город не буду подчеркивать, вычислить все равно смогут, к сожалению. По поводу Конституции, тут можно, долго разводить. Конституция полностью, не сказать дурное слово, есть куда более глубокие вещи, все остальные являются поднормативными правовыми актами. В Конституции сказано свобода выявления, так далее, так прочее. Но есть основы государственного права. Когда государство предоставляет тебе права, оно возлагает на тебя обязанности. Здесь попрано все. Просто в Крыму от и до. Не работает ничего. Не надо ни одного эксперта, не надо ни одного процессуалиста. Ничего. То есть вертикально, я сталкивался, просто эмоции нахлынули. Владимиру и Алексею, один из них, который первый скричи, да. А второй, который капусту постоянно ест, и извиняюсь, капуста тоже, 68% инфляции. Попраны все права человека полностью. То есть не предоставляется никаких прав, возлагаются только обязанности. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Вот мы как раз и спросим у Владимира Жбанкова, российского юриста, вот такая вот ситуация, когда конституции вот есть в субъектах, они действительно, вот эти вот региональные конституции, могут иметь влияние на жизнь вот этого вот простого рядового крымчанина, рядового, там, я не знаю, татарина, татарстанца, да, в середине России. Или это тоже больше вот такой вот формальный атрибут? Должен быть флаг, должен быть герб, должна быть конституция, а на реальную жизнь они все равно никак не влияют. Или влияют? Тут вопрос сложный, в том плане, что, с одной стороны, это, конечно, в Конституции федеральной, в Конституции субъектов много очень хороших слов написано о праве статусе человека и гражданина, и о политических правах, и праве на свободу собрания, разнообразные социальные права прописаны. Другое дело, как реализуется правоприменительная практика, как реализуется судебная практика, которая, соответственно, руководствуется в основном ведомственными инструкциями и вообще нормативными актами самого низкого звена, и иногда прямо просто устными инструкциями телефонным правом. И вот, безусловно, соответственно, сейчас в России, безусловно, распространены репрессивные практики, а нормы, касающиеся социальной жизни, социальной поддержки, реализации трудовых прав на профессиональные союзы и тому подобное, практически не соблюдаются, либо соблюдаются очень плохо, и только после долгих мучений, долгой борьбы по различным судам, в том числе Европейский суд по правам человека. Но с другой стороны, хорошо, что они хотя бы где-то закреплены. Потому что спящий институт, если он есть, он рано или поздно может проснуться при изменении социально-политической ситуации. Поэтому потенциальная возможность того, что они заработают, есть. Но другое дело, если мы берем Крымскую конституцию, то она и перед была совершенно нелегитимна. И, в общем, то, что там прописано, это, конечно, интересно, но, с другой стороны, правовой статус здесь весьма сомнительный. То есть,
скорее всего, по нормализации обстановки действия Конституции 92 года. Вот. А что касается Конституции и уставов субъектов РФ, вот, то они вполне могут заработать, и, как показывает практика, в совершенно неожиданных местах, в совершенно неожиданное время, те или иные нормы, которые до этого спали, вдруг начинают работать. Вот тут и у нас есть еще один там комментарий Юрия Гемпеля о сжатых сроках, которые принималась Конституция. Давайте его послушаем. Вы знаете, в то время достаточно много мы делали в сжатые сроки. Мы проводили референдум в сжатые сроки. Мы писали Конституцию в сжатые сроки. Понятно, привлекались самые опытные юристы для написания Конституции. Понятно, что мы изучили конституционное законодательство республик Российской Федерации. И, конечно же, работа шла, практически круглые сутки работали над Конституцией. И я горжусь тем, что я принимал участие в этой работе. Я горжусь, что Конституцию одобрили не только депутаты, но и граждане Республики Крым. И вот тут у меня к вам будет два вопроса в связи с этим выступлением. Да, нормально ли, что Конституцию, пусть там и маленького субъекта, принимают меньше, чем за месяц? И второе, почему там, есть ли вообще там необходимость в одобрении граждан? Ведь Конституция Крыма, насколько я знаю, не была вынесена на всенародное утверждение или даже обсуждение, а проголосована внутри самого крымского парламента. Да, во-первых, конечно, это гордость, значит, выдающиеся сроки. Это как-то вызывает только сардонический смех. Во-первых, документ не очень длинный, во-вторых, не замысловатый, в-третьих, имея на руках больше 80 образцов, соответственно, уставных конституционных документов других субъектов Федерации. В общем, с этой работой за один вечер справился бы студент второго курса юрфака. Вот. Ничего сложного в этом нет. Собственно, то, что все принималось очень быстро и пожарным порядком, это, в общем, опять же, не имеет отношения к тексту. Текст дело несложное. Другое дело, что, соответственно, необходимо было при захвате Крыма действительно быстро закрепиться, но это все лежит совершенно вне правового поля, то есть это был прямой акт агрессии и попытка его, очень неуклюжая попытка каким-то образом легитимизировать эту агрессию. Вот, собственно, неуклюжая настолько, что было вот все, что можно было сделать так, чтобы эта легитимизация не произошла, оно все было сделано. То есть совершенно референдум, который никак нельзя назвать референдумом, без агитации, без ничего. Вот. А насчет того, кем принимался, там прямо в Конституции это и написано, собственно, ее порядок принятия изменений и так далее. И вот часто действительно Конституции принимаются референдумами. Вот. Но так как все-таки Конституция 2014 года, а не начало 90-х, сейчас, так сказать, в правовом сознании федерального центра субъекты никак не являются самостоятельными государствами, какими они были тогда. И наоборот, это даже некоторая такая фобия, что субъекты осознают свой статус, что они все-таки являются как раз полноценными субъектами, вот, и очень стараются эту тему замолчать, прикрыть и сделать вид, что это просто административное деление, не более того. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Владимир Жбанков, российский юрист, эксперт Дома свободной России в Киеве. А с нами на связи Виктор Лаврентьевич Мусияка, заслуженный юрист Украины и соавтор Конституции. Виктор Лаврентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И у меня к вам будет вот такой вот вопрос. Владимир Константинов, который сейчас руководит Крымским парламентом, в выступлении 11 апреля 2014 года, подводя, своих коллег к голосованию за Российскую Конституцию, сказал буквально так. Вот сейчас у нас будет Конституция с максимально широкими правами. А до этого при Украине у нас ничего не было. Мы были, я вот сейчас процитирую, бесправнейшим из бесправных частей украинского государства. Вот... К вам вопрос как к знатоку украинского конституционного права. Действительно ли можно сказать, что у отдельных украинских областей, или уж тем более у Крыма, действительно не было таких широких прав, на которые они рассчитывали, за которые они там боролись, их можно назвать бесправнейшими? Или Владимир Константинов соврал, своим слушателям, чтобы создать драматический эффект? Я не знаю, какая там у них конституция сейчас, к сожалению, или к счастью, я ее не видел. Дело в том, что мы в свое время утвердили
Конституцию Крыма, которая была принята Верховным Советом Крыма, а Конституция Украины, 10 раздел, предусматривает как раз статус автономной республики Крым и предусматривает утверждение Конституции Крыма Верховной Рады Украины. Причем там своеобразный такой, но несколько необычный порядок утверждения, не меньше, чем половиной. Обычно принимаются все решения, законы, все иные решения Верховной Рады Украины большинством, это 226 минимум. А тут не менее половины. Значит, 225 и достаточно. Но мы утвердили эту Конституцию, и я вам скажу, что слушать эти все дела, я думаю, что просто нет никакого смысла полемизировать даже заочно с этим, не знаю, как я господином даже его назвать не могу, это просто ничтожество. Просто дело ведь все в том, что, перед этим я фрагмент слышал ответа на ваш вопрос, наверное, по этому же поводу юриста российского. Он абсолютно правильно все охарактеризовал. Произошла аннексия Крыма, надо было своеобразно узаконить, в общем-то, где-то для крымчан легитимизировать их воли. И вот этот господин и распинался там вокруг этого акта. Все дело в том, что Конституция Крыма сама по себе, которая принималась, кстати, Верховным Советом Крыма, никто им там ничего не запрещал, ни что хотели туда вносили в эту Конституцию. Она, естественно, были рекомендации уже Верховной Рады Украины по корректировке некоторых положений. А в принципе, все, что они предусматривали, все там было. Там, между нами говоря, я в свое время как-то выступал на конференции в Крыму, по поводу статуса Крыма была конференция, и я обращал внимание на то, что уже очень большие полномочия там у представителей Верховного Совета Крыма. Это они даже больше, чем у президента Украины. По поводу крымских дел он там вообще бог и царь был. То есть максимум возможностей у Крыма были для развития. Все дело в том, что везде, и в Крыму, и на всей остальной территории Украины, ясное дело, что были свои процессы, и то, что олигархический этот консенсус везде действовал, то в Крыму он имел свои особенности. Ясное дело, что эти господа там занимались тоже удовлетворением, прежде всего, своих интересов. Поэтому, что тут обсуждать? Это даже для меня, это вообще, даже Конституцию назвать я не могу, то, что они там приняли. Понятно, что бы они ни принимали, для нас это вообще ничто, потому что аннексия абсолютно неконституционна с точки зрения Конституции Украины произошла. Вы знаете, что любое изменение территории Украины должно происходить путем референдума всего населения Украины. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Владимир Мусияк, заслуженный юрист Украины, один из авторов Конституции. На этом мы будем ставить точку и обязательно вернемся к этой теме, если в Крыму будет принят какой-нибудь новый дополнительный конституционный закон. А пока живем по таким законам, которые у нас есть. Всем большое спасибо, ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Ну что, продолжаем крымский вечер на самом крымском в мире радио Крым Реалии. К нам присоединяется наш коллега Станислав Юрченко, потому что пришло время рубрики ТОП-5 Крым Реалий.
какие публикации прямо сейчас читают на сайте, о чем пишут журналисты и обозреватели сайта, что интересует читателей в эту минуту. Коллега, вам слово. Открывает наш сегодняшний топ-5 текст Софии Середы для украинской службы «Радио Свобода». Таинственность и противоречивые заявления. Что не так с командой Зеленского? До дня голосования во втором туре президентских выборов меньше 2 недель. Впрочем, украинцам еще конкретно неизвестно, какую команду ведет за собой один из кандидатов, Владимир Зеленский. Между тем, 9 апреля появился расширенный список тех, кто якобы помогает штабу лидера первого тура нынешних президентских выборов в роли экспертов. Кто же они и что нам известно об этих людях из открытых источников? Читайте в тексте на сайте Крым Реалии. О чем же мы будем говорить после выборов президента Украины, интересно? На втором месте О подготовке к парламентским выборам. Сюжет телепроекта «Крым Реалии. Достояние республики российским олигархам». В ноябре 2018-го один из самых известных курортов Крыма, Ливадия, достался российскому бизнесмену Константину Малафееву. В Украине новый хозяин Ливадии в розыске, а Евросоюз и США ввели против него персональные санкции. Все потому, что в 2014 году олигарх был спонсором так называемой «Крымской весны» и финансировал группировки ЛНР и ДНР. Назар Сытник выяснял, что происходит с санаториями Крыма и как на это реагируют украинские власти. Санаторий Ливадия – один из самых известных в Крыму. Сюда приезжали лечиться туристы со всего постсоветского пространства. Однако в 2017 году санаторий неожиданно закрывают. Персонал увольняют. Без каких-либо объяснений. Вот видео, которое снимали очевидцы сразу после закрытия санатория. Это кошмар. Огородились уже все. Ой, куда мы попали. Вот нам разрешат вокруг Ливадийского дворца походить, а по территории уже ходить запретят. Переходим к третьему месту, на нем фоторепортаж «Пропавший режиссер». В Париже прошла акция в поддержку Олега Сенцова. В центре города студенты устроили полноценную съемочную площадку, подготовили камеры, звукосвещение, продакшн-команду и актеров для съемки фильма, чтобы начать запись. И все замерло. Процесс съемок заморожен из-за отсутствия главной фигуры на площадке – режиссера. Организации акции «Пропавший режиссер» хотели напомнить парижанам, что 10 мая исполняется 5 лет, как Олег Сенцов заключен в российской тюрьме. 4 место. Опрос. Подковерные интриги. Что в Евпатории думают об аресте Филонова? Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 4 апреля арестовал на 2 месяца главу российской городской администрации Евпатории Андрея Филонова. В его отношении возбудили 2 уголовных дела. Филонова обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сам чиновник говорит, что вины признавать не будет. Корреспонденты Крым Реалии прошлись по улицам Евпатории, чтобы узнать, что же местные жители думают о произошедшем с мэром Филоновым. Что он хорошего сделал? Ничего не сделал. Это гадкий, противный человек. Нет, я не верю, потому что я знаю, он помогал всем школам, детским садам. Конечно, жалко. Нам его очень жалко. Он сделал очень много для нас, и вообще он набережные, улицы, и везде лавочки, и все. Он нам очень жалко. Мне хотелось бы верить, что это все неправда. Вот так вот. Мне это, конечно, не нравится ситуация. Я поддерживаю Филонова. Коллеги, а вам жалко Филонова? А кто это? А я не знаю, мы можем судить, если мы не из Евпатории? Это справедливо вообще? Если Евпатория мы сейчас... не Крым. Пусть евпаторийцы сами разбираются. Евпатория это не Крым, а вот Севастополь и Керчь, Сергей, мы с вами еще обсудим. Но не сейчас. Да. На 5 месте свежий выпуск подкаста «Слушай сюда» по все той же теме. Арест мэра Евпатории Андрея Филонова обсуждают Настя Бабкова и Виктория Веселова. Чем он известен, откуда прозвище Iron Man и что будет с городом. У нас просто здесь написано русскими буквами, это очень странно читается. И что будет с городом, пока его судят. Найти этот выпуск, как всегда, можно не только на сайте Крым Реалии, а и на SoundCloud, CastBox и Apple Podcast. Ну а небольшой фрагмент предлагаю послушать прямо сейчас. Проекты должны были согласовываться вместе с ним. Поэтому, если считается, что Филонов неправильно распорядился землей, то, наверное, это произошло не без ведома Аксенова. И он, наверное, может быть, тоже должен был бы сегодня идти свидетелем как минимум, если не кем-то еще, да, в этом уголовном деле. У нас в редакции Крым Реалии пора бы уже завести такую стену. Стену плача. Нет, записывать вопросы там, к Сергею Аксенову, к Константинову, ко всем и ждать судного дня, когда мы сможем у них обо всем этом спросить.
Я боюсь, что ни одной стены у нас в редакции не хватит от вопросов. Таким был топ-5 по версии посетителей сайта Крым Реалии за сегодня. А вот дальше будем говорить о том, что же принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио Крым Реалии. Елена, что же ждет крымчан? Ну, у нас первая новость очень грустная. Крымчане гибнут на пожарах. Не шутите, пожалуйста. С начала года в Крыму зарегистрировано 669 пожаров, на которых погибли 33 человека. Об этом сообщил российский глава МЧС Крыма Сергей Шахов. По его словам, 16 человек получили различные травмы. На пожарах спасено 24 человека и были эвакуированы 171 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров увеличилось на 197%, а число погибших на них возросло на 63%. А вот это разве ли не странно? Ведь Россия постоянно заявляет о том, что они в Крым завозят более современное оборудование, что они реформируют эту же систему МЧС. Почему тогда пожаров становится больше, еще и погибших только больше? Такого прямого объяснения нет, но вот констатирует в МЧС, что основной причиной гибели людей на пожарах является неосторожное обращение с огнем, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Что ж, к другим новостям не столь драматичным. В Симферополе горожан зовут в молодежный совет, но, разумеется, не всех, а только тех, кому от 14 до 35. Я еще успеваю, да ладно! Предложение стать членами учрежденного в Симферополе молодежного совета поступило от российской администрации города. Как сообщил начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации Александр Лупашко, в состав молодежного совета могут войти только те, которые постоянно проживают на территории городского округа. А ты не постоянно проживаешь. Я требую создания Симферопольского молодежного совета в Экзыле. При этом желательно иметь заслуги перед Крымом или городским. Вот у меня есть заслуги. Все. Я создаю. Я иду создавать. Перед кем? Перед собой. Кто бы сомневался. А что такое вообще этот молодежный совет? А молодежный совет является... Может быть, оно того не стоит. Вот ты послушай, подумай, пойти тебе туда или нет. Молодежный совет является постоянно действующим, коллегиальным, совещательно-консультативным органом. Он создан для координации взаимодействия молодежи, проживающей на территории города, некоммерческих организаций с органами местного самоуправления Симферополя. Основная цель работы коллегиального органа – представление и реализация общественно значимых интересов молодежи. Написано так интересно, что я вот это точно не пошел. Слабак. Еще новости. Банкоматов и терминалов в Крыму хватит на всех. По крайней мере, так обещает крупнейший крымский банк РНКБ. Ведь он начал подготовку к предстоящему высокому курортному сезону. Если банкоматов на данный момент хватает, то вот терминалов нет. Банк начал закупку 5000 устройств. По словам вице-президента РНКБ Николая Билана, сейчас устанавливается около 500 терминалов в день. Суммарно на полуострове в торгово-сервисных предприятиях установлено более 16 тысяч. Доля терминалов РНКБ в Крыму составляет 85%. Терминалов-то хватит, а денег на картах? Ну, 16 тысяч — это не так уж много терминалов на самом деле. Судя по всему, Хорошо Крым было остается... бы, кстати, сравнить. Вот действительно, сделайте кто-нибудь программу, сравните количество терминалов и банкоматов до 2014 и после. Это было бы интересно. Мастерство Сергея Громенко, как найти работу для других людей. Бинго! Елена, какие еще есть новости у нас? Я дипломатично промолчала. Парковочная справедливость. Арбитражный суд Севастополя признал оператора платных парковок в городе нарушителем прав потребителей. А все из-за отсутствия возможности оплатить наличными деньгами за платную парковку. Об этом сообщил председатель организации «Дорожный контроль Севастополь» Максим Мишин. Компания «Безопасные дороги», которая занимается платными парковками, получила штраф в размере 30 тысяч рублей, но быстро обжаловала в суде решение. Штраф заменили предупреждением. Как эта компания «Безопасные дороги» в Севастополе, она постоянно попадает в какие-то неприятности, потому что то камеры, там, по городу установлены камеры видеонаблюдения, их ломают. И поэтому потом они поставили камеры для того, чтобы следить за камерами. И сейчас вот проблема, потому что наличкой нельзя рассчитаться. В общем, что-то не так. Севастополь — это не Крым, поэтому там все я не могу комментировать, я буду слишком предвзят. Вот у меня есть другие новости, очень интересные. Крымские ученые модернизируют солнечный телескоп, один из крупнейших в Европе. Официальное название телескопа БСТ-1, башенный солнечный телескоп. Он находится на территории Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный, это Бахчисарайский район. Он был создан для изучения магнитного поля Солнца еще в 1955 году. Дальше Юрий Фурсяк, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории.
История этого телескопа началась в 1954 году. Он был построен по проекту Андрея Борисовича Северного. И буквально в первые годы существования телескопа на нем был установлен один из первых в мире магнитографов. А в 1959 году магнитограф был модернизирован для измерения горизонтальных полей. Ну и в последующем модернизирован для измерения вектора магнитного поля на 2 уровнях. Что это давало? Это давало колоссальные данные. То, чего не могли сделать нигде больше в мире. А вы смотрели вчера трансляцию «Черной дыры»? Мы смотрели фотожабы, которые наделали на черную дыру в социальных сетях. По-моему, это еще лучше. Так, вы не сможете ответить, потому что у нас не осталось времени. Большое спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что оставались с нами на протяжении всех этих всего этого целого часа вместе с Сергеем Громенко, Станиславом Юрченко и Аленой Львовской. Ни в коем случае не переключайтесь, завтра услышимся. Простите.